Selam алейкум, саба шәріфлеріңіз қайырлы болсын. Бұл ажайып күз күні біз әлем этнокомплексінде болынамыз ве бүгін мұнда гүзел инсан, белі мимар ве ресам Айдар Алиев ile көрішіміз олacak қызмет olsa. Hoş geldiniz Айдар аға. Сау олыңыз қошылғаныңыз үшін. Ama en başında біз бір қысқа левқаны сейретеміз. Buyurunuz. Скульптор и художник Айдар Алиев поистине уникальный мастер. Он автор многих знаковых для Крыма и крымских татар памятников выдающимся личностям: Исмаилу Гаспринскому, Номану Черебиджихану, Амедхану Султану. Памятных знаков историческим событиям, например, Алакатской трагедии в селе Ускут. Есть у Айдара Алиева и крупные монументальные работы, а также живопись и графика. В этом году художник отмечает свой 70-летний юбилей. Этому событию была посвящена его масштабная выставка в художественном музее в крымской столице. Это возможность показать, с чем приходишь к этой дате, что наработано, что нового. Это как точка осмысления. Одно дело, когда в мастерской работы, и когда они собраны вместе, они как будто давно не видели друг друга. И вот такое происходит общение. На выставке Айдар Алиев стремился показать многообразие скульптуры. Здесь и монументальные работы, и эксперименты с малыми формами. В своем творчестве мастер обращается к общечеловеческим ценностям – семья, любовь, взаимоотношения. Но важной темой его творчества всегда оставались история и будущее крымских татар, депортация и возвращение, место народа в обществе. Последние годы Айдар ага объединяет общие идеи работы разных видов искусства – скульптуру и живопись. Здесь впервые представлены такие экспериментальные работы. Это возвращение мастера в виде полиптиха. Это трехмерное, которое сочетается с двухмерным пространством. К этим же работам можно отнести сердце Крыма. Это триптих, состоящий из трех предметов. Это две скульптуры в виде женского образа «Душа Крыма» и мужской фигуры «Мелодия Крыма» и живописного полотна «Сердце Крыма». Каждая работа Айдара Алиева – это его диалог с миром, отражение его внутренних переживаний и мыслей. Лейтмотивом выставки я представил работу в камне «Птица, ищущая покоя». Это мое душевное состояние на сегодняшний день. Есть золотое правило. Это ремесло, это то, что ты умеешь делать, и то, что тематика, то, что ты задумал. И если это 50 на 50, это золотое правило, и хорошо. Конечно, я ко многим работам сегодня не готов. Поэтому этот процесс поиска, он продолжается до сих пор, и он, наверное, будет вечным, потому что как только мы осознаем, что мы как-то можем, мы здесь останавливаемся. Мұны бөлі левқа, да бір кере қош келдіңіз Айдар аға. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз, сағылы достар, құрметті мүсәфірлер. Çok memnunum sizni Алем этносалонында көрмеге. Здравствуйте, уважаемые друзья, гости. Очень рад вас видеть в этносалоне Алем. Как вы поняли, сегодня день скульптуры, будем о скульптуре говорить. И попытаемся виртуально открыть дверь мастерской, где
рождается, где живет этот волшебный вид изобразительного искусства — скульптура. Но прежде я бы хотел напомнить нам всем, что недавно было день рождения нашей легендарной Лили Буджуровой. Вот. Лиля Ханом, нет, вы сидите. Знаете, В удобном искусство, положении. скульптура, она имеет древние корни. И когда-то помогла выжить человечеству. То есть в те накануне трагических каких-то событий, важных, люди собирались, лепили из глины человечков, диких животных. Это все сопровождалось ритуальными танцами, стреляли из лука, то есть укреплялся боевой дух. То есть вот эта психологическая установка, она работала, и успешно они справлялись со сложностями, будь это на охоте или же от внешних врагов. Я хочу вам подарить вот эту небольшую скульптуру Исмаила Гаспринского. Ваши передачи «Анна Юрт», «Гравитация», они настолько глубоко сидят в народе. Мы помним все, как они отрезвляли наших неприятелей, укрепляли веру в будущее. И до сих пор вы вместе с Ильзарой Ханом Ислямовой свой талант, свой опыт передаете возрождение нашего народа. И, можно сказать, вы помогли выжить нашему народу в те тяжелейшие дни, первые годы нашего возвращения в Крым. Пусть эта маленькая работа вдохновит вас на большие проекты. У скульптуры есть качество одно. Значит, в печальные дни она разделяет печаль, в радостные умножает. Пусть у вас будет много радостных дней, меньше печали. Пожалуйста. Дорогой подарок. Да. Сау сайдарага Лиля ханым ноябрьнын биринчи күнү өз туган күнүн кайдетти ве Айдарага да бул сене 70 жылдыгын кайдетти. Хайырлуу иштер болсун Айдарага. Сау olun. Sağ olun. Айдарага, вот из сюжета мы услышали об одной из последних, наверное, работ. Вот она, кстати, «Птица, ищущая покоя». Да. Почему она так называется? Почему именно она передает ваше душевное состояние? Вы знаете, скульптура вообще условный вид искусства. Она не может давать ответы на повседневные вопросы. Она аккумулирует какое-то время. Понимаете, скульптуру я вот сравниваю как с цветком кактуса, который цветет очень редко, раз в году. Вот. Но некоторые кактусы, они только цветут у себя на родине. И вот такую аналогию делаешь. Вот. И, возможно, после этой работы появится работа «Птица, ищущая счастье». Ну, а на сегодняшний день вот как бы вот это оно созвучно моему настроению, моему ощущению. Вот так. То есть еще в поиске, да? А? Наверное, мы сейчас все в похожем состоянии этой птицы. Да. Айдарага, вот вы говорили и преподнесли подарок, скульптура Гаспринскому. Это один из первых ваших памятников в Крыму, верно? Да. Или нет? Вот его изображение, кстати, Да. он стоит. Да, на это улице были Воровского. тяжелые времена. Это когда мы только-только начинали возвращаться, и наши меценаты, бизнесмены, они тоже первые шаги делали в бизнесе, все. И действительно в это время Сетумер Берберов через органы национального управления как-то и там был камень, здесь будет установлен памятный знак, и тогда был вопрос, давайте хоть бюст поставим или еще что-то такое. Вот, но хотелось все-таки больше крестовой такой фигуры из 2 блоков.
оно как бы ощущается ростовым памятником. Причем это место очень прекрасное. Это треугольник Салгир-Баба, Салгир, речка там, то есть энергетически очень. Там любят ходить пенсионеры, дети гуляют там, собаки, кошки, там всем уютно там. То есть насколько это место такое. И действительно, это место, где и молодежь собирается, где осмысление вообще жизни. Я вот наблюдаю. Мне очень приятно, что этот памятник, он один из первых. Вот. Хотя у меня первая работа, ну, будем считать монументальная, она культового назначения. Это михраб Коккози, который был разрушен больше 60%, и его пришлось восстанавливать. Потому что по всем нормам реставрации до 60%, вот. Коккозовский михраб, он один из вот 5 красивейших мечетей Крыма. Там минарет, там резные работы. Вот. Ну вот как-то этот михраб открыл так путевку. Это такое знаковое событие. Вот в Крым я вошел михрабом. Вот. Да. И потом дальше Гаспринский. И его башташ, да, там и все остальное. А какие мысли у вас возникают, когда вы смотрите на свои, ну, ранние, скажем, работы, даже на этот памятник? Вы знаете, как-то моя старшая дочь как-то написала рассказ очень интересный. Я сейчас содержание так не помню, но смысл. Вот «Бен Анутум», «Я памятник». И как бы диалог между памятниками. И там получается, что когда мы ставим памятник гуманисту, то люди ухаживают, там чисто. Каким-то политическим деятелям там обычно неухоженно все. То есть, понимаете, это возникают вот такие ассоциации. И мне приятно, что памятник живет своей жизнью. Он ухоженный, он работает. Если его осветить вечером, ночью, он будет работать круглосуточно. Вообще памятники, они берут на себя ответственность от имени народа говорить Вселенной или вообще гостям, кто приходит, говорить вот о своих достижениях, может, боли, где-то трагедии. Вот с памятником, конечно, очень много интересного. Это вообще, знаете, тема вот скульптуры, она не такая раскрученная, да, мы о ней мало знаем. Вот. Я уже в других интервью говорил про это, и когда спрашиваешь, что такое скульптура? Говорят, вот это памятник, и это. На самом деле, это же сколько там в мастерской делается экспериментальных работ. Это поиски, это выбор места, это масштабность. Потому что если нет этих экспериментов, то вряд ли какие-то нормальные монументальные работы. То есть прежде чем выйти на монументальные объекты, конечно, надо найти себя, свой почерк, свое видение в малых работах. И их надо показывать вообще народу, там, художники вообще должны видеть. В мир искусства входить надо уже с чем-то, не просто вот какими-то там учебными работами. Вот, то есть, поэтому памятник, он, памятнику рознь, потому что мы, видим за последнее время вообще, что ставится и как ставится, и у меня лично вызывает тотальное сомнение, потому что здесь надо, конечно, думать, вот, как, что, вот, продумывать. Как ваша работа проходит над памятниками? В смысле, любая работа, она начинается с изучения материала, потому что надо там прочитать литературу, может посмотреть фильмы. То есть, чтобы сложился некий образ художественный. Не просто вот там взяли, там побежали и это самое. Нет, это в рисунке. Потому что пространство, оно не щадит ни молодого, ни художника с опытом большой. Пространство — это дело такое, знаете, с ней надо всегда работать, понимать. Вот. Поэтому как-то
Вот, и после сбора всех материалов, это может быть архивные материалы, еще там что, делается в малом размере эскиз. Вот. Естественно, опять же, там выбирается много вариантов вот, для того, чтобы, если это связано с заказчиками, то это показывается, утверждается. Ну, чем больше работает, там уже с градостроительным советом и прочее. Вот. Ну, как-то вот так проходит. Ну, и потом, естественно, продумывается, в каком материале должен быть памятник. Если это в камне, то это один подход. Если в бронзе, по-другому там делается изначально, в эскизе, в пластилине. Все начинается в маленьком размере, масштабе. Вот. Ну, вот как-то вот так. Хочу сказать, что все могут принять участие в беседе и тоже задать вопросы. Айдар ағаға істеген сауалдарыңызды бере білесіңіз. Айдар аға, бывало такое, что, например, кому-то вам не хотелось, например, делать эту работу, вот вам заказали памятник? Памятник нежелательный человек. Хороший вопрос. Я вот об этом не думал. Надо, наверное... Мне, знаете, в Севастополе как-то там врачи, они обратились, говорят, вот мы знаем, что вы там делаете, все, вы можете делать памятник хорошему человеку. Просто назовем памятник хорошему человеку. Главное, невежливому. Да. Ну, насчет вежливого человека у меня тоже как-то спросили, да, это... Правда, по телефону, там, вы, говорите, как скульптор, эксперт, как вы думаете, что... Ну, как я скажу? Понимаете, вот я просто ответил, что я бы не хотел, чтобы судьба ваших и моих детей зависели от добрых, злых или вежливых людей. Вот так я ответил. Вы... Хорошему человеку, да. Ну, я не знаю, это с чем связано. Потом это немножко угасло. Потому что у нас в жизни по-разному бывает. Вот это хороший вопрос, женщина ли это или мужчина? Знаете, я думал об этом, но это до сих пор остается, как я уже вот люблю. Говорит, у меня очень много маленьких вот эскизов. Я люблю делать, там, искать, поиски какие-то там. Это. Но есть темы, да, на которые... Здесь вот художники сидят, и вы художники, которые вот ты сегодня не способен сказать вот, языком пластики, особенно пластики. Потому что скульптура, она при всех возможностях говорить о многом, есть там моменты очень условные вот, в скульптуре. Поэтому, чтобы ее как бы расшевелить, чтобы вдохнуть жизнь, там, в немой камень, скажем, это сложно. Это самое. Ну, надо, видимо, опыт иметь немаленький. Вот. И мы все, как художники, знаем, то есть наша работа, она состоит там плюс-минус 50 – это умение сделать. И 50 уже содержательная часть. О чем работа была. Потому что сегодня это очень важно. Какая песня, чем ты хочешь кормить, что ты хочешь показывать. Это очень важно. Потому что зритель, которого мы с таким трудом нашли именно здесь, на родине, мы же там, тут, в местах, в Узбекистане, кто где был, у нас же не было зрителя своего. Это мы здесь только. Это большая победа. С первой вот тут выставки, первой, с 90-го года. Вот Талят Бей, там один из организаторов. Вот. Мы за последние вот 30 лет, я думаю, очень много сделали. Это по бизнесу, по вот наши художники, сколько
вложили. Будем считать, что все ваши памятники — это памятники хорошим людям, Айдар-ага. Да, я тоже надеюсь, потому что, ну, по-другому, наверное, нельзя. Вы сказали про Узбекистан, но там тоже есть довольно масштабные ваши работы. Наверное, не все о них знают. Возможно, даже вот на фотографиях, да, эти работы есть. Да, Узбекистан, да, для меня это особая тема. Вот там работает Узбекистан. Наверное, и творчество можно разделить на узбекский период и крымский. Понимаете, да, в Узбекистане у меня, причем большие объекты были, вот там всесоюзный санаторий «Чемпион». Вот, я ставил нескольким героям, там Сабир Рахиму, Тучиру, Назарову, там Айни, это поэту. Вы знаете, когда вот ставились, у меня двоякое чувство было. С одной стороны, мне приятно, твоя работа, но с другой стороны, грустно. Я же думал, у нас сколько у своих, и мы своим людям, своим героям, мы не могли там ставить. Но это правильно, это земля-то, какое мы отношение имеем? Любой памятник, он начинается с исторической справки, и какая-то связь должна быть объекта с землей. Вот. Но мне очень грустно было. И было сделано немало там объектов, и крупных, средних. Вот. Ну, вот это меня все время гложило. Вот. Я приходил домой, об этом делился, рассказывал. Но Узбекистан – это некий такой, вот многие художники, вот Алим Ахазарима, Рамазан, вот, Ирфан, многие уже получили, вот уже сформировались как художники и уже более осознанно приехали в Крым, и по-новому мы начали смотреть, потому что Крым, он сложный по вот восприятию, потому что проблемы искусства там на поверхности не лежат. У нас только в народе 3 субэтноса, вот, и вот как вот это понять, как передать. И здесь, конечно, очень индивидуально, кто вот как видит Крым. Но я находил выходы, вот, видимо, вот в тот Чохрах, родник, вот надо заглядывать, где вот наши вышивки уникальные, там камнерезные работы, где ты видишь темперамент, характер работ. И вот композиция какая там, это удивительно, это самое. Его не сравнить ни с казахским, ни с узбекским, там, ни с киргизским. Вот у нас вот свое уникальное там, причем она не насыщена вот таким образом, чтобы там все это было залито там орнаментом. Нет. И вот этот, если характер увидеть, то понять его, тогда уже, наверное, в изобразительном искусстве можно уже на уровне вот ощущения, чутье вот должно быть это увидеть. Ну, как-то вот так это самое. В сюжете вы сказали, что есть некоторые работы, к которым вы, наверное, не готовы. Это Да. какие работы? Ну, вы знаете, ну, я бы не хотел там в детали вдаваться, потому что нереализованная работа, она, ну, чтобы не, вот как лекарство, да, когда его готовят, он, чтобы не потерял качество своей медицинское, его хранят в тайне. Вот. Поэтому здесь, наверное, вот как бы я продумываю, обдумываю, просто когда буду готов, я, наверное, скажу первый. Мы это увидим, да. Да, да. Поэтому есть работы, они общеизвестны, я на выставках их презентовал. Это Терджиман. Меня очень волнует. Я бы хотел его уже превратить в объект, поставить, потому что там этот фонтан энергетический, там на арабском 2 камня, да, это Терджиман на арабском, здесь переводчик, и все это наверх самое. То есть, в принципе, он мог бы быть в монументальном объекте, как бы основой послужить. Конечно, памятник возвращения, я думаю, это очень актуально.
Причем уже вот та композиция, объемно-пространственная композиция «Бутовый рай» и «Компактное проживание» — это уже как бы подход уже, и вот еще возвращение мастера, он тоже может быть в этом комплексе как-то быть включен. Потому что памятник возвращения очень нужен. Мы, если бы не вернулись вообще основным потоком в 90-м году, мы вообще бы исчезли. Мы бы растворились. Это был исторический шанс, мы приехали, и это дело, вообще это заведено в народе. Если где-то основывалось там селение, все, ну ставили там, памятники не ставили, ставили там фонтанного сооружения, что вот это село там вот так-то, так-то было основано в таком-то году. Поэтому наше возвращение народа, думаю, оно должно быть вот в таких монументальных работах отражено, сделано. Придет время. Да, наверное, придет время. Я тоже так надеюсь. Вы упомянули работу Терджиман, тут фотография ее есть. Да. Хочу отметить, что она украшала крымско-татарскую книжную ярмарку, и вообще все 4 ярмарки Айдарова очень любезно всегда украшает своими инсталляциями, своими работами. Чё сауыныз? Сауыныз, вы тоже? Сауыныз, вы тоже? Бардака микрофон берілі сізге. Вы знаете... Біз ештеміз, амма эфирні баққан инсануар ештімездер. Buyurunuz. Sualim var, ikincisini tahmin edersen kendi cevabını verdin. Ama yeni sorayım ben. Birinci de gaye nasıldı bu? İkinci sualim, umumi değil de heykel olarak en büyük arzun nedir? Nasıl heykel yapmaya? Meraklı sual. Meraklı sual, sağ olun Ali Bey. Gaye, evet, mына bu айтқаным, мына bu heykel olsa, я очень хотел бы сделать такую работу, которая бы поставить ее на самую, там, на аюдах, и чтобы она коммуникировала вообще со Вселенной. Потому что памятники, да, они способны миру говорить о своих победах, радостях, о своих людях, о трагедии. Через памятники можно много что говорить. Другое дело, они, конечно, дорогостоящие. Не всегда таким небольшим государством не всегда тянут такие нормальные, полноценные памятники делать. Поэтому в нашем случае это самая такая больная тема, потому что основные, вот все, почти многие памятники, они лежат на плечах народа. Мы собираем там это. Вот. Ну, со стороны государства, вот, ну, можно назвать там несколько объектов, а в основном это все-таки они на наши плечи ложатся. Мы многого были лишены, потому что, понимаете, вот если художник, я недавно поймал на мысли, вот, в начале 90-х годов была выставка в художественном музее крымско-татарской одежды, вышивки, медно-чеканной посуды. Я вот тогда посмотрел на бирки, смотрю, там конец 19 века, почти 19 век, и только немного начала 20 века. И вот мы уже, соизмеряя вот на себя, вот, любого художника возьмите, если он год не будет работать, то чтобы восстановиться, ему не менее 3 лет, 5 лет надо, чтобы восстановиться. А представляете, 50 с лишним лет нас не было в Крыму, и это искусство, сколько же надо для того, чтобы это восстановилось? Проблема это. Но, Аллаха шкур, я думаю, сегодня мы можем говорить о вот тех хороших подвижках в декоративном искусстве. У нас керамика очень, вот сейчас Ильдар Бей пришел, керамика очень многим, она поднята на хорошую высоту, вышивка, изобразительное искусство возьмем. У нас есть художники, которых можно вывозить и по миру это самое показать. И это нормально. Вот. Ну, 30 лет – это
для искусства, конечно, маловато, но тем не менее очень многое делается. Sağ ol dostum ama ben yine bu iki sualini birleştireyim. Ben merak ettim. Yine merak ettim. Ben arzu soraganda onun için umumi soramadım. Şahsi soradım. Mesela bir isim var mı? Mesela sen Telciman dedin, Avdet dedin. Uları eksten biri seçersin. Yoksa daha bir şey var mı? Biz bilmeyiz ama senin gayen var. Sen para pulunu, masraflarını düşünme. Çünkü bu sadece bir tahmin. Bu bir tahmin. Onun için onun işine alakası yok. Var mı bir şey? Yoksa da doğacak bu gaye. Merak ettim ben. Yo, Berkim, sağ olun sualini, sağ ol. Berkim doğacaktır. Çünkü o yapılan şey yapıldı. Ama bazı işler var, onun bir gayreden, bugünkü günden bakasın, nasıl bunu etmeye. Evet. Yavaş yavaş ana türüne geçtik. Sağ ol. Ama o olsa da yaxşı. Sağ olun за замечание. Anladım. Buyurunuz. Bir çok yıllar o yana bizim bir akademik İrfan Ağa Şemsedinov yapkan proyekti vardı. Памятник жертвам депортации. Onu Batman içinde yapılgan böyle haltırağı kollarla yapkan eskileri, şeyleri hepsi yürürdü. Evet bu mevzu, mınamında oturgan öyle bir hepiniz sanat erbapları, dünyaca meşhur adamlarsınız. No bu fikir hepinizin bir yapkan işlerinizde duyula. No böyle bir monumental bir şey, onu yeri de bu Гостиница Москвa'nın артına şananda leşin koyuldu emeler. Öyle fikirler var mı Aydar Bey? Sağ olunuz Arslan Ağa. O elbet var. Çünkü ben çevireyim tekrar anlatsam. На сегодняшний день, конечно, вот такой очень сложной, интересной работы по депортации нет. Вот. С попыткой заглянуть, вот, не видеть последствия, да, а именно почему это произошло, как самое. Ирфан Ага Шамсидинов, мы с ним общались, он очень душевный человек, все, он говорит, Айдер, говорит, вот я хочу, вот такая идея. Вот там во дворе там вот это продумываю. То есть мы прекрасно с ним общались. Он уезжал периодически в Киев, потом возвращался. Вот. Но это место почему-то не получилось. Хотя были несколько конкурсов. Вот. И на это место сделали вот такое никому не видное, что ты с дороги едешь, ничего не видно. Только подойти там все. То есть, ну, я такие монументальные вещи не понимаю. То, что там с красного гранита сделано. Это чисто такой, знаете, дежурный, формальный такой вариант. Он не будоражит ни сердце, ни душу, ну ничего. Это ни о чем. Вот. Поэтому этот вопрос, он как бы подвис, он открытый. И я думаю, если очень хорошие идеи, хорошее решение будет, конечно, это надо делать. Сау у нас. Sağ olun. Все-таки, по-моему, эта тема вечная тема. Да. Я думаю, это вечная тема. Много художников, скульпторов, там еще много будет обращаться к этой теме. И каждый будет находить свое решение. Согласен. Да, я думаю, что когда-то все равно будет очень хороший памятник поставлен будет. Надо будет просто быть широко
информированным человеком, посмотреть, что вообще в мире делается. Обязательно. Да, и вот самое лучшее брать, и кто-то все-таки когда-то сделает, я думаю. Ну, польское это мы знаем, да. Но это же надо же видеть, не все же видели. Сау. Да. Я согласен. Да. Это каждый будет, наверное, обращаться. Sounds. Говоря о памятниках Айдаргах, не могу, наверное, не вспомнить историю, которая была несколько лет назад, она даже стала скандальной в соцсетях. Это тема с памятником Мамедхану Султану, который сейчас стоит, Аллах шукур, на одноименной площади в крымской столице. Все, наверное, в курсе, но все равно напомню, тогда была под угрозой вообще установка памятника в центре города, и там был, скажем, спор между двумя известными деятелями искусства. Что сейчас, спустя вот время, как вы смотрите на эту ситуацию? Что можете о ней сказать? Ну, вы знаете, у меня было, я не хочу там какие-то детали, подробности, но у меня, я из всего этого, что мне больше всего запомнилось и над чем я больше думал и как. Я когда сделал эскиз, вот, не всегда сделанный эскиз, он может по душе самому автору быть. Потому что, и тем более, когда на военную тематику делается, в одном только в Крыму по статистике там, охраны памятников и культурного наследия, там больше 800 единиц, посвященные Второй мировой войне. Это бюсты, это мемориальные какие-то комплексы, доски. Вот. И мы вспомним по Советскому Союзу, по республикам, сколько было памятников там, и халтурных, и хорошего уровня, посвящено войне. И поэтому Амедхану Султану, конечно же, вначале мне сложно было, но когда я нашел вот эти, как крылья, как скалы, да, это вот такое решение, которое очень близкое к его деятельности, такая аэродинамическая такая ситуация возникает, и он, это комфортно, как ангел, который спустился с небес на землю. И эту композицию можно уменьшить до значка, она будет работать, и в монументальном, и в большом размере. То есть я считаю, это такое нормальное решение, когда малый градостроительный совет и большой градостроительный совет Крыма, когда они видели, конечно, там вообще не возникали вопросы. Вот. Единственное, там возник вопрос места. И первое место это было напротив ворот центрального рынка. Потом почему-то там оказалось это место частным владением, внизу какой-то магазин. Там была специальная площадка сделана. И говорили, что этот рынок, он, в общем-то, уберется, да. Его не будет там. Вот. Но вот из-за вот этих там коммуникаций, из-за собственности перенесли туда. Ну, я хочу сказать, что я ничье место не занимал, ни треугольник, который предлагался. Вот. Там, ну, не от нас зависит это место, как бы мы ни хотели. И потом я, когда с друзьями посоветовался, говорит, Айдар, надо ставить. Говорит, если не поставишь памятник, завтра выкупит это место, и вообще ничего не будет. Вот, то есть оно так могло быть. Вот. Ну или какой-нибудь бюстик поставили бы, и, ну и все. Ну, как-то вот так. Угу. Есть ли вообще в Буйрунус суаль бережеклери? Микрофон бізге керек, чөнки жанлы яйында біз көстереміз бұл көрішуну, вианда ештмезлерсіз микрофонға айтмасаңыз. Айдар ага, у меня к вам такой вот вопрос. Есть ли у вас работы, которые вы сделали как бы на одном дыхании, не по сложности, а просто вот по легкости, и работы, которые вы делали долго,
опять-таки не от того, что оно сложное, а потому что, ну, просто вот, ну, не получается. Вот у нас, например, когда я шью кому-то одежду, платье, костюмы, бывает, что я делаю это очень быстро и говорю: ой, адамын табиаты пек яхшы. А иногда бывает, что я одно изделие делаю, ну, там, 2-3 месяца, потому что, ну, адамын табиаты ағыр. Беком сіздеді бір шей бардыр. И какие-то работы, если можно. Надо, наверное, воспитывать в себе такие качества, и работать надо с легкостью, играючи, свободно. Другое дело, мы не будем вдаваться в кухню, там, в первые годы, когда мы заканчивали институт, там, поиски, тяжело, кто-то разочаровывался, падал, там, вставал, и это мы не будем, этот процесс. Но уже, я имею в виду, уже в зрелом возрасте, не, ну, я могу, вот, любитель кофе, как бы, на одном дыхании, оно и видно, что вот, как бы, об этом. Ну, о чем вы говорите, это, наверное, связано больше с какими-то, ну, портретными работами. Эта категория немножко посложнее, она действительно связана с внутренним миром, с психологией человека. И ты, понимаете, там проблема очень, вот в портретном искусстве, так же, как и портретное, это может ростовая, там, бюст, там, или еще там что, там очень многие как бы немножко, ну, неправильно видят вот саму задачу. Ведь многие копируют, там срисовывают, слепливают, а этого нельзя делать. Надо формировать свой образ. Тогда он будет больше похож и работать больше, чем сам объект. Если мы возьмем конкретного какого-то человека, возьмите фотографии. Из 100 фотографий мы наберем там, ну, 5 от силы, который будет похож, который будет соответствовать, что да, это вот тот человек. Поэтому мне как-то другие работы, вот, что мне тяжело, ну, мне, может быть, где-то больше везло, там, я не знаю, вот, как-то, ну, я стараюсь в удовольствии работать, получать удовольствие, вот, чтобы другие это видели. Вот. Я не знаю, потому что оживить камень, там, если кусочек солнца туда не спрятать, там, сердце, вряд ли он будет работать. Он будет так, куском металла, куском камня. Как это делается, очень сложно говорить. Оно вот как бы идет, делаешь. Ну, если я ответил. Саунс. Айдараға, у меня... Мен мындам. У меня немножко такой философский вопрос. Что же все-таки первично, бытие или сознание? Вот для вас, как для скульптора, то есть вот вы видите, у вас есть идея, и вы видите материал. Или наоборот, вы вот увидели материал, и у вас возникает идея, что из него получится. Вот для меня вот просто вот это вот интересно. И второй вопрос. Есть ли у вас ученики, которым бы вы вот это передали, потому что, как вы говорите, восстанавливается все это очень долго и сложно, и не у каждого есть к этому талант, и вот как-то вот вы в этом направлении работаете? Чоксагунс. Значит, вот по первому вопросу, что первично, идея или... Вы знаете, у каждого художника индивидуально это проходит, и у меня тоже по-разному. Мне иногда приходят идеи, я их записываю. У меня здесь такой блокнотик. Стараюсь записывать, описывать. Но есть и когда я работаю, я просто мну пластилин. Работаю и или камень рассматриваю при свете там солнца, там еще там что. И тогда рождается вот нечто. Потому что здесь нельзя сказать, что вот один такой путь от идеи там, или там от бытия идет. Ну, потом, но, конечно, главный предмет скульптуры – это человек. И все, что его деятельность, вся мудрость, все это от людей идет. Это только просто мы иногда не слышим. Вот надо видеть, слышать, общаться. Конечно, если мы наушники, да, и вниз будем идти, там, как я студентам говорю, ну, с чем вы пришли, что какие там идеи, все.
Я же вижу, как там ходят. Там, это. Вот. Но второй вопрос, это вопрос очень интересный. Я где-то около 20 лет преподавал в КИПУ, как бы был с самого истока. Все эти программы учебные, рабочие, методические указания, учебные пособия, все это на основе академической школы. Вот, как бы все это было. И очень мне запомнился первый поток. И ребята сейчас успешно работают там. Тайма, Эмин Тайма Завдереv прекрасно. Арсенов Бибулаев металл освоил там. И много вот Олег Алимов, Эмиль Дербишев, вот он преподает в университете. Ну, вы знаете, конечно, в университете это, хоть я и составлял по образу и подобию, где я учился, но у нас были совершенно другие часы были. У нас одних специальных предметов в неделю там 12 скульптуры, 12 там рисунка там. Здесь, извините, 4 часа там в неделю или еще там что-то. Это не сравнить. У нас, мою бытность, у нас одни творческие практики, там раза 3 мы ездили за счет государства, Москва, Питер, Кижи там и обратно по музеям, там Эрмитаж, Русский музей, музей Пушкина там в Москве. То есть это огромная разница. И, конечно, ну, понимаете, чтобы войти в мир искусства, это... Вот мы когда вот закончили, опять же я вспоминаю, вот, как мы заканчивали, вот, участвовали на выставках, там были ребята, которые приходили, и выставком там их косил там, не брал. А что? Учебные работы. Ведь всех нас одинаково учат, одинаковую пищу дают. Ведь педагог не может сказать, вот ты в таком стиле должен работать, ты в таком, это потом приходит. И никто не учит мыслить. Это потом с опытом. И если ты хочешь добиться, вот, поэтому вот, университет, вот, есть способный талант, но там еще другая проблема. Я помню, приходили с Жанкой, откуда там, с глухих мест, там вот с пластилина принес, да, вот, Айдар Энверович, вот хочу скульптурой заниматься там все. Я говорю, прекрасно, радуется душа. Я иду там в деканат, я говорю, вот там это самое. Нет, говорит, группа должна быть не менее 5 человек, а готовые заниматься 1-2. Так на скульптуру вообще мало идут. Вы даже сами говорили, Айдар ага, что вы как-то, не то чтобы случайно, да, попали на скульптуру, когда шли учиться? Нет, это было так. Значит, у нас прекрасная студия была. Меня отец повел, я еще там маленький был, и там пришли в студию, а там это гипсовые слепки, там античной Греции, там западноевропейские скульптуры. Это копии с гипсовых слепков известных, да, там Венеры, Сократ, там Гомер, там это. То есть я когда вошел, а представьте там, что такое Маргелан, там все там серость, там это, и ты приходишь, как будто в Эрмитаж зашел. Это настолько сильное впечатление, настолько мощное. И руководитель, просто на то время там институт Репина, там при них был отдел слепков. И они могли снабжать почти весь Советский Союз прекрасными вот этими слепками гипсовыми. Будь это колхоз, неважно, там разнарядку пишут, там какие-то копейки. И вот, вот наш руководитель такой. И я занимался, правда, я больше рисунком, живописью занимался, лепил, но уже к 8 классу надо было уже определиться, поступать, в Ташкент ехать. И пришла бумага, вот, и там написано, значит, там живописно-педагогическая там, скульптура. А я ему говорю, Николай Ефимович, я не хочу педагогом быть, я хочу художником быть. Он говорит, а вот смотри, скульптура без педагогики. Говорит. А оказывается, там все педагогику проходят. Вот. И у тебя же, говорит, хорошо получается скульптура, все, и потом
живописцев много, говорит, строятся города, это же прекрасно, это самое, там объекты какие-то, можно это самое. Ну, я потом начал заниматься скульптурой и поехал, поступил. Был конкурс немаленький, вот. Родители не верили. Да и кто поверил? Это депортированная семья в Ташкент, поступить куда-то. Вот такие самые. В вашем творчестве влияет ли ваша живопись на скульптуру и скульптура на живопись? Это интересно узнать. Это хороший вопрос. Я вот на эту тему экспериментирую и хотелось вот что-то, какие-то результаты видеть. Вот, потому что когда мы с трехмерного переключаемся на двухмерный, мы какие-то промежуточные состояния вот ощущаем. Это все равно, что вот смотреть на синий и желтый цвет и посередине что-то зеленое видеть. Вот здесь нечто такое. Конечно, то, что я не могу там в скульптуре передать, я пытаюсь там где-то графикой, там в живописи что-то сказать. Это вообще в современном контексте это нормально. Вообще не должно быть цеховых перегородок, да, каких-то. Если ты ощущаешь, вот ты можешь сказать что-то, другое дело как. Там. Но если ты ощущаешь, надо делать, говорить, экспериментировать. С этого, наверное, жизнь художника состоит. И таких примеров можно много привести. Pek çok biz gayip ettik sürgünlük sebebinden ve şimdi yanıdan tiklenemiz. Aklınızga gelir mi böyle sualler? Belki bu sual yanlıştır bir taraftan ama Kenya'da düşünüyorsunuz mu siz? Eğer sürgünlük olmasaydı, bugün Kırım, bizim halkımız nasıl olmak mümkün idi? Ve ikinci, var mı Kırım'da sizde öyle bir yer, sizin için tılsımlı, sizin için pek farklı, sizni ilhamlandırgan, belki ana babanızın doğan koyu, belki başka bir yer. Sağ olunuz. Bilirsin, sürgünlük olmasaydı, elbette biz başka türlü yaşardık. Sanatımızda, çünkü biz o cenkten evvel bizim ne kadar sergiler olup geçti Moskva, Fransa. Onun için benimce çok bir zengin bir halk sanatla olurdu. Çünkü bunda çok misafirler geliyor, çok plenerler, şimdi hem cenkten de evvel geliydiler. Hem yazıcılar, şairler, ressamlar. Ne kadar onların eserlerini biz bilemiz. Facebook'ta basılı. Onun için benimce çok bir zengin bir yer olurdu, halk olurdu. Ama neticede sürgünlük oldu ve bu endi bir şey için bizlerge, yani bu sürgünlük, bu facia, bu tarih başımıza gelgen ve tek sürgünlükten değil, belki daha evvelden başlayan bu facialı tarihimiz. Bu nege bizni getirmek gerek? Biz bundan ne almak gerekmiz ve ileride nasıl devam etmek gerekmiz? Ne yapmak gerek mi? Bu bütün gayip etkenimizni Kenya'da kaytarmak için, yanından tiklemek için. Вопрос очень интересный. И, конечно, у нас на сегодняшний день институций нет по изобразительному искусству, по декоративному искусству. Нет тех, кто бы изучал. Отдельно выпускается литература, книги, сағылшылар, наши авторы. Но вот такой системной программы. Понимаешь, на сегодняшний день у нас нет критериев по искусству. И все, мы сағылымыз, вот Харадингис Продакшн, большую информацию дает, мы знаем о художниках, что делается. Другими словами, о состоянии нашего искусства там показывают. Но
Ну, видимо, для этого какие-то другие действия должны быть. Не все от нас зависит, и не все от художников зависит. Когда я говорю о критериях в искусстве, ведь искусствоведы тоже не виноваты. А что? Это же для этого надо какие-то специальные журналы, да, специализированные в искусстве. Это должна быть газета, где эти проблемы. Потому что искусство всегда в плоскости проблемы рассматривается. Вот как, что мы добились, что мы имеем сегодня. Ну, как-то так, наверное. Второй вопрос еще был. Место, которое дает вам силы, какое-то особенное в Крыму. Ну, Крым, он весь вдохновляет. Мне одинаково хорошо, что я в степной части, что я, где родители родились, где-то в Озенбаше, там, Балаклавская долина. Мне он весь, знаете, будь это Судак, не знаю, мне это все нравится, это все родное. Серьезно, я не могу разделить. Да, так же. Везде свои прелести. Айдар ага, ваши дети, они идут по творческим, знаю, что одна из дочерей ваша, она фотограф и довольно известный, даже в Vogue публиковались ее фотографии. Как они в творческом плане реализуются, продолжают, идут по вашей стезе, так сказать? Хороший вопрос. Моя младшая дочь, Эльмира, она говорит: баба, я хочу у вас там поступить на дизайнера. А я говорю: Эльмира, мы знаем по школе, по этой. Я говорю: ты же публичный человек. Наша работа – это тет-а-тет. Это где-то 70-80% это сидеть надо в мастерской. Только там те 30 условных процента – это публичные. Это выставки, презентации, путешествия, какие-то пленеры, симпозиумы. Поэтому это... Если ты любишь это делать, я как в воду глядел. Если ты любишь это делать, тогда, извини меня, окружи себя этими людьми, творчество, дизайнерами, и, пожалуйста, работай с ними. Как я сказал, так и вышло. Они в Киеве организовали дизайн, студию, «Фольга» называлась. И прекрасно, человек 20 работало под ее началом, и мужа. Старшая дочь Эвелина, она, конечно, талант во всех талантах. Ей всегда пророчили, математик, говорит, вы будущий математик, физик, физик. По пению, надо вам обязательно петь. То есть у нее как-то получился такой научный склад ума, при всей свободе и к творчеству, все. Я просто иногда поражаюсь, как вообще можно... Есть вещи, фотографии ее, я смотрю по композиции, Когда мы делали выставку в Союзе художников, мне только оставалось маленькое систематизировать, что-то объединить в триптих, что-то черно-белое, это разделить формально большие с маленькими, а все остальное это сама. Я рад, что у меня внук и внучка с музыкальными способностями, на флейте играет. Так напрямую, конечно, она могла быть хорошим искусствоведом. Она уже в детстве знала наших крымско-татарских художников. Да, это, говорит, Зарем Атрасинов, это Рамазан Усейнов, это Ирфан Нафиев, это Нури Якубов. Еще. Потому что она уже прекрасно, без фамилии узнавала. Как есть фотография, это тоже близко. Я воспринимаю очень с радостью. Мне приятно, когда... Айдар аға, біріншіден мен біріншіден хайырламаға істеймін сізді. Бұл сene сіздің юбилей сенеңіз. Ve sualım böyle.
білеміз сіз çok материаллармен çalışасыңыз. Ama en sevilген материал, сізге ilham берген, рух берген материал қайсы бара? Тот материал, от которого вы получаете истинное удовольствие, когда работаете, с которым легко работать, даже, может быть, не легко, а тот материал, который вот воплощает все ваши задумки, все ваши идеи. С каким материалом вы легче всего и лучше всего и по душе работаете? Ну, вы знаете, как я уже сказал немножко раньше, первое, меня вдохновляют сами люди, это предмет скульптуры. Меня вдохновляет музыка очень сильно, литература, поэзия, потому что там уже сидят вот те образы. Вот. Другое дело, как их трансформировать, как их пластическим путем сказать об этом. Но меня это очень, эти материалы, ну, особенно музыка. Ну, музыка, мы спорить не будем. Это из всех искусств самая мощная, самая такая значимая. Мы все любим, уважаем. И без этого, ну, просто музыка — это пек тесерете. Да. Все мы знаем, вы, как любой художник, тонкая душа, очень чуткая душа. Я имела в виду, вот, например, дома у нас хранится подарок, который вы когда-то сделали моему отцу, это перо. Ну, оно сделано из дерева, Да. но очень тонко, очень красиво, и у нас оно на таком почетном месте в доме. Вот каким материалом, я имею в виду, дерево ли это, или камень, или это бронза, металл, ну вот, с чем вам, какой материал самый благодарный для вас лично? Я понял, Саунас. Я, может быть, разочарую вас, как у меня перо получилось, но я честно. Тогда у нас газа не было, мы дрова рубили. Я топором, значит, раз ударил. Смотрю, что-то хорошее вышло. Второй раз ударил. Опять, короче, смотрю, готовое перо. Начал немножко, обработал немножко, естественно, там, где это самое, обработал все. И у Шакир-ага, по-моему, 60 лет. Да, 60 лет. В библиотеке Гаспринского. Я вот совершенно случайно, ну, тогда же у нас телефонов нет, ничего там, где-то, Ну, как-то. если газа не было, конечно, Да. какие телефоны. И я пришел. Я просто Шакир-ага очень, честно говоря, люблю, уважаю, любил и уважал этого человека, потому что это очень живой человек. Когда с ним сидишь, беседуешь, да, там кучу идей сразу возникает. Вот поэтому, почему и возник вопрос. Шакир-ага — это теплое дерево, понимаете? И это перо очень, висело у него над очень над подвижный его креслом. человек, с подвижным мышлением. Вот. И я думал, этому человеку надо что-то дарить. И я вспомнил про этот топор, перо, оформил я его. И пришел, и у меня, ну, как бы, чтобы, ну, не просто там подарить и все, я сказал Шакир-ага, вот, вы знаете, вот Бог дает вам, Аллах дал вам талант писать стихи, вы как бы имеете одно крыло. А вот это крыло от народа. Два крыла легче летать, там это. То есть с таким смыслом я им подарил. То есть как крыло и как перо. И как крыло, и как перо. Потому что перо – это часть крыла. Плохо, что есть газ. Да. Вдохновение из неожиданного Да, источника. есть газ, и вот эти, да, это перья, они уже это самое. Уникальное, Ну, видимо, самый было перо. благодарный материал, который в ваших руках начинает жить, это какой? Вот для вас лично, вот как Я скажу, на протяжении вот этих лет, что вы занимаетесь? Значит, смотрите, я очень люблю камень, бронзу. Вот. Иногда идет от материала какая-то работа, смотришь на нее и рождаются. Вот если про камень немножко рассказать, камень, он это такое, знаете, это прикосновение вот с какой-то вечностью. Камень, его понимать надо.
нельзя насилие над ним. Вот где-то ты убираешь, где-то он тебе помогает. И вот такой диалог состоится. Если все это прекрасно происходит, то и хорошая работа получается. Бронза, она немножко, это другая песня. Вот, конечно, если в бронзе надо лепить, пластилине, это уже какая-то идея, там все. Но тоже она по-своему поет, она достойный материал. Вот. Ну, может быть, многие в нем работают. Вот. Но, опять же, бронзу надо опять чувствовать материал. Не просто какое-то насилие надо опять ее понимать очень тонко, где она перетекает, где там обрывается, где режется эта форма. Скульптура – это искусство объема. И чем разнообразнее ты его даешь, тем он интереснее и работает. И, вот так. Вот эти два материала, дерево очень хороший материал. Просто с деревом немножко там есть определенные проблемы по хранению, по подготовке, да, ее минимум там узбекские мастера вообще там в хаос, там бревна кидали, там 3-4 года морили этот дуб, потом что-то делали. То есть есть определенные там сложности. Но, в принципе, если ты любишь эту работу, наверное, приятно в этих материалах работать, конечно. Да, я отложил я сразу увидел, отложил. Третья уже не получилось, там уже, я уже не стал это самое. Но вот первая и вторая, вот надо вторую аллею найти, надо там, это где-то у нас там это гуляет. Где-то есть еще одно перо. Я вам скажу, значит, глина – это прекрасный материал, который терпит все капризы, издевательства. Там его маневрировать, конечно, очень и влево, и вправо, и убирать. И это пластилин, он немножко такой, он такой более аристократичный. Это самое. С ним надо там с подходом, там это каркас там делать. Я люблю в глине. Дело в том, что если чуть больше размер идет, конечно, легче в глине работать, делать. Если чуть меньше, просто мелкие детали в глине, они быстро сохнут. И неудобно. Надо закрывать, поливать. Хотя можно, но большие объемы легче. И там чувствуешь себя более уверенным, раскованным. Я люблю быть раскованным, потому что, меня просто это спасает. Я после окончания института, сколько там, на выставке ходил, там смотрел работы, что-то напоминает там друг другу. Я думал, как же сделать так, чтобы своим голосом, без фамилии тебя узнавали. Очень важно для меня, острый вопрос был. Наверное, эти задачи и у живописцев там сложно это. Что своим голосом сказать в искусстве очень... И вообще войти в этот мир искусства. Тогда же, нам старшие товарищи говорили, надо участвовать на выставках, там надо там, а что, а зачем? А потом в союз, говорит, вступать надо. А что союз? А союз дает там мотивация такая, там мастерскую тебя выделят. Хорошо. И когда выделяют жилье, тебе лишние 20 квадратных метров, это и у Союза писателей, членов, и у нас, никто не отменял. То есть это путевки в дома творчества, Синеж, Дзинтери, там Дом творчества Кордовского, где мы собирались со всего Союза, скульпторы. То есть такая мотивация была. Я, в принципе, ответил на вопрос.
Айдарга, вы вот сегодня очень много упоминаете своих коллег. Есть ли вообще в искусстве как бы место конкуренции, критики, или для вас все друзья, художники? Но, понимаете, у нас критика какая? Мы критику воспринимаем, когда мы что-то не замечаем, мы когда не видим. Это считается критикой для нас. Такая очень толерантная, такая... Когда что-то нравится, мы говорим, вот это как здорово, там нравится, вот это хорошо, вот это. А когда что-то умалчивается, ну, понятно, что здесь уже критика идет. Вот как-то у нас вот так. Может, я ошибаюсь, ребята? Я хочу сказать, что, к сожалению, у нас профессиональных искусствоведов и театроведов, и литературоведов тоже, по-моему, профессиональных, глубоко понимающих искусство, разбираешься не просто писательство, допустим, да, вот да. Написано маслом, живопись или там... Информативно, да. Да, то есть иллюстративно сообщает о творчестве. А на самом деле о его психологическом влиянии вот этой работы, допустим, что она изображала, что это художник хотел этим сказать. Вот такого вот глубоко... И потом на каком уровне работаем художники, где вот эта вот высота нашей О критериях искусства. Да, отношение к искусству. В общем, вот такой глубины. У нас одна девочка появилась, она живет в Бахчисарае, это дочка Айдара Асанова. Это девочка широко мыслящая, глубоко разбирающаяся, очень работающая над собой. Вот я надеюсь, но она опять занялась ювелиркой, потому что, говорит, никому это не интересно. Я говорю, писать нету журналов, допустим, об искусстве, вот как ты говорил, чтобы там могла быть какая-то статья. Я вот сейчас слежу за Узбекистаном. Но Узбекистан — это такая высокая планка, конечно, столица, да, но столько там интересных художников, театр, там все настолько... Все поднято, все держится, понимаете, на высоте, потому что это столица, может быть. У нас все-таки здесь вот тишина какая-то. Хоть мы из кожи лезем, то есть наши ребята, художники, стараются, пишут, ездят на пленеры, все, выдают очень хорошие работы. А вот чтобы реализовать, только частным образом. А вот такого, чтобы музей искусства, допустим, у нас есть. Ну, подаришь работу хорошо, купить никто не покупает. Вот мы 30 лет, в начале, когда подъем был, у нас кое-что покупали, да? Да, вот да, в Бахчисарае тоже музей. А так смотришь, как будто тебя нет, понимаете? И мы вообще-то все работаем, пока что, ну, ты как... Уж так тебе повезло, ты скульптор, ты вот востребован сейчас, потому что у тебя такой, ну, широкое поле деятельности, ты и в живописи, и в рисунке, и в графике, и, то есть плодовитый, очень молодец, и просто можно радоваться тому, что вот такая вот энергия в тебе сидит, и да, а вот остальные, ну, есть и молодежь у нас. Я куда-то не туда полетела. Нет, Зарема, хорошо. ты уже о наболевшем Я даже хотел говорить. добавить, Зарема, вот вы очень тонкие, очень правильные вещи сказали. И я над этим очень долго думал. Думал, вот у нас же есть искусствоведы, все, вот, ну, художники. Понимаете, вот писать о современном искусстве, так же, как и быть художником современным, очень сложно. Легче писать про наследие, там, 19-й такой, там никто не знает, в каких тапочках ходил, там, это там, кто-то. Поэтому меня всегда вот поражает, вот, но я опять говорю, что, может быть, пора уже от информативности переходить на более качественно, уже, потому что у нас очень интересный материал по живописцам, по скульптуре, да. А вы знаете, все это уходит. Я же говорю, вот только благодаря вот Харадинис Продакшн, другие там где-то печатают, там
в Фейсбуке, да, вот как-то на плаву. Но это все информативный характер. Все, она не продвигает на это. А о чем мы, какое состояние, а что мы вообще хотим видеть там в будущем, как, что, вот этого не видно. Вот так же, как и современный художник, да, вот искусствовед, он должен именно на те болевые точки нажимать, смотреть, писать, ходить по мастерским. А как же это самое? Только так? В общем, щадящее отношение к художникам. Нет, чтобы задать острый вопрос, ты что делаешь, что это такие? Или там... Ну да, скорее литературоведы, искусствоведы у нас есть, но мы сами не готовы к критике. Вы помните, когда в Ташкенте мы собирались у художников там, это хоть... Мы себе задавали задачу. Мы задачи задавали, смотреть этого художника, потом у другого, там, третьего, потом уже разъехались. Кстати, о родине мы хотели больше тогда, да. Так да. Я об этом и спросила. Вы друг друга критикуете или только хвалите всегда? Нет, Айдер пусть скажет, как я его критикую. Да. Но я же не со злостью, а я вот то, что как бы хотелось, как я понимаю. Допустим, были моменты, когда я там то сказала, это сказала. Да, но я ему в глаза это говорю, нормально, это нормально. Причем да. я же никак не унижая, а понимая Нет, его достоинство, его цели. Да. Или же Рамазана, вот я, или вот этот, он сидит там, Юнусов, да? Нет, это Ленур. Ленур, я вот помню, его недавно специально выставила его работы в этом, где он был в Черногории. Это его эмоциональный, по цвету красиво. Такие, знаешь, а потом в последнее время он работает вот в другом плане. Ну, это же мое личное мнение. Но не только потому, что я я тоже ж понимаю что-то в этом искусстве, в конце концов. Столько лет, да. Что-то, да. Или вот Рамазан работает, я в восторге от его цвета, от его там, как он этот цвет видит, я даже помню, как ты это увидел, допустим, вот этот цвет. Тоже говорю. Но они живые, сочные, прекрасные работы, прекрасные в интерьере. Но нельзя же заставить всех художников работать только над темой «Вот моя Родина», но хотя я бы хотела, чтобы он что-нибудь сказал такое глубоко, чтобы тронуло меня, понимаете? Пусть это будет даже иллюстрация или просто зарисовка, как вот Рамы сделал. Вот сейчас есть молодые художники, которые рисуют, по пути Рамазана идут немножко, вот я вижу, да. Но еще такие они... все равно мне поддержать хочется. Раз по пути Рамазана идет, значит, плачет. Не Рамазана, нет, по пути Мамута, чего там, я знаю, да, это вот маленький, не буду говорить. Но, во всяком случае, я хотела Рамыш Нетовкин сказать, вот девочка работает, да. Вот она делает зарисовки, домик, а вот Арсен, который твой ученик, вот меня очень трогает его маленькие такие вот зарисовочки, но они такие, вот знаете, в них... Честные, они не только честные, в них душа. Понимаешь, понимаешь, вот нарисовал, ведь покорябал на чем-то там, или его воины там, все это. То есть, знаешь, Айдер, во-первых, я тебя хотела поздравить, куда-то улетела. Ладно. Да, но меня поражает твое вот эта широта твоего творчества, потому что настоящий художник все равно обязательно, он должен во всех сферах работать, во всех видах искусства. Ну вот как Пикассо, как будто бы вот так, да? Да. Ну вот ту глубину еще, вот сейчас Фаджия Вахта, кім не айтты бұл меселе үшін? Я бірші, потому что пысып отыралар, қорқалар мне. Но есть люди, художники, которые работают на этой теме. Все равно они, пусть не все высказывается, не показывается, но мы должны что-то делать. Поэтому мы и существуем, художники. Потому что мы душа народа, мы голос этого народа, такой же, как и литератор. Вот так что... В добрый час нам всем, кто здесь вот что-то делает. И хочу сразу тебя поздравить. Вот это тебе, сиди на месте. Это желтый цвет, цвет жизни, цвет солнца. Ладно, целуемся мы всегда. И еще я тебе хочу подарить. Салют. Значит, у меня, я счастливый обладатель коллекции. Потому что я помню,
помню его совсем юношей, когда я его заметила. Ну, я громко говорю, я так возбуждена. Так вот, это... Я помню все твои работы, которые ты в камне делал еще. Ага. И первое, что я увидела, что дала высокую оценку, не потому, что я искусствовед в скульптуре там или что-то, но они меня так тронули, и я обладатель 2 твоих хороших, прекрасных работ в материале, какой я люблю. Один, правда, в бронзе, а другой камня. А у меня на самом видном месте, как и дипломы. Моя книга, которая в очень маленьком экземпляре вышла с Шевкетом Кайбулаем, он еще никак не представил народу, но вот эта вот книга называется «Таир и Зурек». Вот здесь как оригинал. интересно. Ой, как оригинал хорошо. другой работы. О, я оформлю это обязательно. Но я ее вложила туда, не буду пока. Да, понятно. Это называется, у меня тема такая, песни крымских татар. Все, я понял, да. Вот, это Шевкет Кайбулаев, всего легкой руки. Пожалуйста, вот так вот. Прекрасно, прекрасно, Сауна. Это вот книга, когда-то Шевкет, например, разойдется и покажет нам очень маленький тираж, но она достойная книга, по-моему. Это он сам еще скажет много об этой работе. Очень ценно, очень. Да, спасибо. Саунас. Selam aleykum, hürmetli misafirler. Hayırlı yaşlar olsun Ayder ağam. Sağ olunuz Lila Hanım ve sizin komandanız. Sizler vakit bizge belli insanlarını, hem siyasi erbaplarını, hem cemaat erbaplarını, yazıcılarını, ressamlarını tanış etesiniz. Bu pek faydalı iş. Şimdiki zaman biz muhtacımız. Менде бір асылды оле бір fikir айталар, fikirni seslendirsen o gerçekleşe. Sene halkımız bir şeyge bakmadan 18 Mayıs günü Demiryol vokzalında taş yanında toplanalar. Sene tırışamız talebeli sizden son, siz bir vaqtda kelseniz biz öyleden son talebelerle bu yerge barıp hatırlayımız. Geçmişimizni dua okuyumuz. Çok ressamlar, belli ressamlar var, yazık ki biz studentlerge tırışamız olar hakkında hikaye etmege. Zarema Hanım'ın katalog çıkan edi ressamlarının, anda çok bizim belli ressamlarımızın belli resimleri var. Ama men seçkende bette bazı resimlerini öyle küçük daire, bu sahada çalışkan insanlar inceliklerini ağnaylar. Men ise tırışam tarihi vakayalarla bağlı olgan resimlerini seçip, talebelerge hikaye etkende bu resimlerini de göstermege. Yani bizim ressamlarımız olsun, heykeltıraşçılarımız olsun, ular da öz hissesini, milletimizin medeniyetini saklamak için, tarihini saklamak için, çölmekçiler, evet ular nağızçılar, medeniyetini saklamak için hisse koşalar. Ve sürgünlükке bağlı Verilayev'nin acayip resmi, öyle realistik resmi, Rustem Iminov'ның resmi, mında hürmetli İrfan Ağa Nafiyev'nin resimleri, Zarema Hanım'ның Kara Bulutlar sürgünlükке bağışlanған resimlerini gösterem ve bizim studentlerimiz praktik derslerde, til dersleri olsa da, olar nelerini көргенlerini hikaye edeler. Ve Kara Bulutlar resmini bakanda, men Zarema Hanım'ның resmini көргенде, birden de ne üçündür bir monumental öyle kompleks gözüme geldi. Kısmet etse bizim bu sahada çalışkan insanlar toplanıp, menimce bir yaxşı leyha yapsalar ve bizim kütlevi vastalar, gazeta, jurnalistler onu seslendirip halka müracaat etseler, menden birkaç yıl devamında biz parasında toplarıq, çünkü iş adamları var. Kol tutkan insanlar çok ve mana bu taş yerinde bir monument olsa, öyle bir arzum var ve belki onun başında Ayder ağa öyle. Allah sağlık versin de o başında onda turar. Sağ olun. Sağ olun. Ve mana cemaat mında
Bizim belli milli hareket veterаны Арсен аға отыра. Қуанам, бір теді бірге юреу. Али ағамын да отыра. Олар да менден евел бір суальчик, мен де суал бережек едім де. Сіз чареңіз олса, қайсы бір жемат бабына, яда язычыға, яда кімсеге оле өзіңіз япар едіңіз, бір бюст ма, бидемі? Оз істегіңізден сымарыш япмай бітті өзіңіз. Белкім бір қадынға, қырым татар қадынына, білмеймін. Çünkü bizim kadınlar her vakit akayların yanında durup hem siyasette hem başka vatanға kaytup yolunda her vakit tayanç olaydılar erkeklerge. Sağ olun. Doğru айтасыз. Беркем kadın kızlarga, kadınға elbette bir eykel layık çünkü bütün ağırlıklarını sürgünden alsak sonra buna avdet olgan son bu kadın kızların koz yaşını toplasan o salgır taşıp gider edi. Onun için doğru sözler kadın kızlar için. Selamünaleyküm. Айдар аға, сіздің fikrinizce nasıl etip biz böyle toplum olup Kırım Tatar obrazını nasıl etip yaratmak mümkün? Deyik bir sıra skulpturalar içinde Kırım Tatar'ını nasıl yapmak gerek? Nasıl ressam olarak, skulptör olarak, asıl icatkar insan olarak Kırım Tatar insanın içki dünyasını ve dışkı dünyasını nasıl bildirmek olabiliriz? Sağ olun. Ну, это такой вопрос очень такой актуальный, перед каждым стоит, но сложный, я скажу. Потому что я в свое время делал такие эксперименты небольшие там с глиной, с ребятами. Я говорю, на кого похож? А вот там, на Киргизия. А это кто? Таджик. А вот это. То есть есть особенности. Мы, понимаете, европейская нация. 3 субэтноса сидят в одной нации. И вот как здесь это самое? Здесь надо, видимо, вот ту ментальность, это на чувственном уровне, да, понимать. Я помню, в свое время, когда я еще учился, я давал небольшие сатирические рисунки в Ленин Барага, ну, потом вечерний Ташкент, Ташкент Ахшамы, где-то зарабатывал, там это, платили хорошо. И вот когда в редакцию я приносил, и Абдулазиз ага, он тогда ответственным редактором работал, Айдер, мына сен япасың, говорит, ама бұлар түркілерге ушай, говорит. А у меня была проблема, а как крымского татарина? Бұлар более бурнан, түркілер, говорит, это самое. И потом я подумал, слушайте, я начал, вообще не задумываясь, и получались, то есть мы европейская нация, там ничего не надо придумывать. Это. Есть типажи очень такие характерные. Но, понимаете, вот о чем вы, Айша Ханум, вот вопрос очень интересный, что, но это от культуры, от опыта каждого художника это зависит, как он, насколько. И, конечно, иногда вот наши молодые художники особенно, ну, это как бы по-доброму, да, я вот говорю, они пытаются, что-то там еще не сформировалось, ничего там, одеть феску там, еще там, или костюм, и обозначить, что это крымская татарка. Это нет, ребята. Там вот по сути, по другим меркам мы должны подходить. Это надо душу чувствовать через, да, нельзя вот так внешними там признаками, это не игрушки, не пластмассовые, не резиновые, никак. По-моему, она спросила о мировоззрении, какое внутреннее, это Дуня Бахшин, она спросила, как вот из татарина, ну вот как Дуня Бахшин, у нас после Джема, вот татарин, он какой. Это емкое. Емкое, да, очень такое, даже такой мэтр, художник, мэтр подтверждает, что это не так просто, это самое. Конечно, конечно. А мировоззрение? Конечно. Не просто так, это с одним произведением. Невозможно сказать. Согласен. Да, бір суаліміз бар.
Buyurunuz Reza. Такой знаменательный день сегодня, не стоять у юбиляра невозможно. Saygılı vatandaşlar, селам алейкум. Но то, что вот организовывается вот такое мероприятие, это, конечно, радует. Когда я Эльзаре Хану позвонил, она говорит: Изакай, приходите обязательно. Я говорю: забронируй мне место. Но так как ты сказал, что ты дружишь с поэтами, писателями и вообще творческий человек, должен кругозор свой шире развивать. Ну, я много говорить не буду, Айдер. Я прочитаю одно стихотворение Александра Горюнова. Это будет тема для твоей работы дальнейшей. Ведь все мы остались сиротами. Родители, отцы наши, все погибли на войне. В общем, я не думаю, что вот здесь кто-то из семьи, который остался жив, еле, если единицы, а в основном остальные наши деды, братья, все погибли во время войны. Паренек уходил на войну, позвала его совесть на битву. Он обнял стариков и жену и на шею повесил молитву. Всю войну он героем прошел и дошел до Рейхстага с победой, но, вернувшись, семьи не нашел. Лишь пустые дома пахли хлебом. Он нашел их в чужой стороне. Обида рождала морщины, покорились виски седине, и не мог он понять той причины. Беспощадно врагов он громил, смело в рост поднимаясь в атаку. Но награду одну получил, что семья голодает в бараках. Он собрал свою волю в кулак. Не сломали героя невзгоды, ведь разбит был под Берлином враг. Он продрался сквозь годы и беды. На чужбине прошли 40 лет. Выпал случай домой возвратиться. Греет душу до Крыма билет, под медалями сердце стучится. Белой птицей летел самолет, но реальность на землю спускала. Он понимал, что начинать надо все сначала. Окруженный большой семьей, он на родину гордо спустился, оклеветанный злою мольбой, он со злобой своей простился. Заблестели глаза старика. На колени склонился устало, и скупая мужская слеза на крымскую землю упала. Он вдыхал ароматы цветов, позабытые запахи детства, слышал шелест цветущих садов, жизнью вновь наполнялось сердце. Гость родимой земли нежно сжал. Песню детства хотелось спеть, но с улыбкой он внукам сказал: вот теперь я могу умереть. Если правду хотите узнать, что за доля народу досталась, загляните в глаза старикам. Их так мало сегодня осталось. Александр Горюнов. Российский поэт, но он, по-моему, про крымских татар написал. Я поздравляю тебя, Саул. Творческих успехов тебе. Для меня большая честь быть знакомым с вами.
И я хотел выразить благодарность за то, что вы не отказали и приехали на те сборы творческие ко мне в мастерскую. Я всегда пытаюсь общаться с людьми, у которых высокий профессиональный уровень, и как можно по максимуму брать от них и энергию положительную, и знания положительные, профессиональные. Вот я сейчас хочу выразить благодарность вам лично, Зареме Ханум Тарсиновой, Рамазану Гаусинову, Ирфану Ганафиеву. И надеюсь к нам присоединиться на будущие сборы Алима Гаусинов. Да. Я в тот раз тоже приглашал его, но получилось, что прошло без него. И я очень надеюсь, что в ближайшее время, Аллах Смитате, такие встречи будут проходить чаще, и они будут продуктивными и плодотворными. Иншаллах, хочу подарить вам такой небольшой кувшинчик, наш традиционный гугум, крымско-татарский. Вот. Это еще не все, Айдар, есть еще один маленький, у вас здесь вот этот кофеман. Да, ты что? И вот такой тоже маленький фульджан для кофе. Ой, как здорово, слушайте. Мастерской. Сало. А это для сухофруктов. Слушайте, ну ты мне это самое. Что сало? Эльдар. Сказать, что из глины тоже можно сделать произведение. Эльдар. Ну, пока не умею, но иншаллах Эльдар, научимся. Сарвал, что-то есть. Сарвал за ту незабываемую встречу. Все художники получили огромное удовольствие, и мы рады, вот более старшее поколение, что у нас есть вот ты, который прекрасно занимаешься своим делом, супруга Алиме, которая прекрасно вышивает. Сарвал, что вы есть. Дай Бог, Аллах вам здоровья и успехов. Чок салмас. Ага. Джамат, селям алейкум. Алейкум селям. Вы извините, что я вырвался на сцену, я не человек сцены, но крайне некорректно сидеть спиной более чем значимых людей нашего Крыма. Достам, трудно говорить вот после такого баритона Реза Ага. И поэтому я обрадовался, что передо мной выступил молодой человек. Оно как-то несколько... Сгладить. Да, оно несколько сгладило вот эту ситуацию, но тем не менее. А поскольку Реза Ага прочел глубокий такой, крайне глубокий стих с таким содержанием, а я себе позволю всего-навсего 2 строчки, ну, с довольно скандального такого известного поэта прошлого века. Догадайтесь сами, есть у него такая строчка: «А вы б смогли сыграть ноктюрн на флейте водосточных труб?» Так вот, я вот эти строчки сейчас привожу к тому, что перед нами человек, которому под силу любой материал, то ли бронза, то ли дерево, вплоть до глины. Я этого красавца, молодого парня, увидел по меньшей мере 32 года тому назад. Знаете, вот он мне сделал такой реверанс, типа я тоже какой-то соучредитель первой выставки. На самом деле я там суетился. У меня были старые «Жигули». Помню, мы с Мамутом Чурлой ездили в Ялтинский музей, собирали достаточно интересные экземпляры крымско-татарского искусства, в частности, ковроткачества, еще что-то было, не помню. Но тем не менее, что я хочу сказать. За спиной у Айдара работа. Бывает же, я не болею вещизмом, но бывают вещи, которые, безумно нравятся. Работа это называется возвращение. Да. Не претендую говорить глубокие вещи, но вы посмотрите, вот когда я смотрю на эту работу, да, мне кажется, что в этой работе есть и уважаемая Алим Ага, Леля Буджурова, мой давний друг
Алибей. Все мы, все те, которые поднимали простой, банальный ракушняк, складывали стены, строили дома. Это и есть возвращение. Ни у кого не просили. Делали это мы гордо. Мы не плакали, мы не рыдали, мы не жаловались. Гениальная работа. Вообще, я просто-напросто самый простой, часто встречающийся поклонник искусства. Был заражен некогда, лет 30-35. Я глубоко благодарен, что я был заражен к людям этого цеха через моего лучшего друга Рамиза Нетовкина. Да. Я не претендую обобщать работы, давать оценку, это не мое право. Но перед нами человек, невероятных способностях. Представьте какую-то выставку в славном центре города Берлина, там, Вены, я не знаю, Стамбула, где угодно, наряду с работами западноевропейских, восточноевропейских мастеров, работа или работы Айдера. Честно скажите, вот Алимага, Зарямапа, будут ли они отличаться? Будут они чем-то ущербны или так далее? Абсолютно, потому что уровень Айдера, вы извините, он давно, вот его великое преступление, он переступил красную линию. Он вышел из Крыма. Он человек европейского, наверное, уровня искусства. Это не комплимент. Это мое видение. Если я ошибаюсь, я готов с удовольствием признать. Но думаю, что вы большей частью согласитесь. Вы знаете, не хочется многословить. Я лет 20-30 уже не приезжаю в Симферополь на эти тусовки, в хорошем смысле слова, после потери друга. Сегодня не вытерпел, я сегодня приехал. Приехал, чтобы сказать все, что накипело, искренние слова. Знаете, когда в 90-м году приехали ребята с Узбекистана, ближайшей республики, я не знаю, там были представители Казахстана и так далее, все крымские татары молодые, такие азартные, такие красавцы. Я помню вот человека, который сидит передо мной, улыбается, у него такая же улыбка, и у него были глубоко распахнутые глаза. Вы знаете, он такой был скромный. Людей с харизмой много. Там Чурлу Мамут суетился, бегал, ей подобно ему. Это может быть характер. Айдер сидел, стоял, говорил. Все, что он не делал, он делал скромно. Единственное, что отличало от многих, его внешность, его глубоко распахнутые глаза. Они такие же, вот посмотрите. Да? Чтобы не заглядывали. Вы знаете, я, наверное, все-таки буду заканчивать свое длинное выступление. Сегодня были такие, в хорошем смысле, такие провокационные предложения. Я осмелюсь вот к этим предложениям, наверное, просить Айдера в будущем подумать о проекте следующем. 1936 год, 15-летие советизации. Извините, что я туда копнул. Советизации Крыма. Была огромная выставка Симферополя. На этой выставке выставились 94 художника. Интересная цифра. А сколько из них было крымских татар? Крымских татар в числе 94 художников
Ну, в документе показаны 21 художник. Что это составляет? Элементарная арифметика, где-то плюс-минус 22 с натяжкой 23%, а в целом это 4-я, наверное, часть, да? Да. Теперь следующий вопрос. Обо всех ли мы знаем, Айдер? Нет. Благодаря человеку, вот сейчас, который попивает чай, жует конфетку, зовут его Шевкет Гайбулаев, да, газета «Авдет» где-то в середине 2016 году на его страницах появляется замечательная статья о забытых художниках крымских татар. О 10, да. О 10, совершенно верно. О 10. Помните, с кого там начинается? Я еще раз повторяю, я дилетант, я не искусствовед. Начинается, да, и в том числе и о Мете Устаева и так далее, и так далее. Слушайте, 10 человек, минусуем, еще 10 осталось. А кто они? А где они? Где их фамилии? Где их деяния? К чему я делаю вот этот ракурс в историю, Айдер? К тому, что я сейчас хочу Айдера спровоцировать. На что? Как-то приходилось, много сейчас, ну вот такое время, много мы ездим, мне приходилось в таком удивительном городке быть, на берегу Средиземного моря, Фетхие называется, турки Фетхие называют его. Был на одной аллее, вот на этой аллее, а это во многих государствах можно видеть, особенно в столицах, да, целый вот такой ряд великих людей Турции. Понимаете, начиная с сельджукской эпохи до наших дней. Удивительное явление. Я вышел там оглушенный, потрясенный. Айдер, приближаясь к предложению, мне бы очень хотелось, да, вот у меня в руках папочка, такие солидные подарки сегодня, так искренне говоря, да, а я хочу тебе подарить просто-напросто один листок, стыдно, да, целые книги, удивительные глиняные вещи и так далее, а я подарю тебе один листочек. Там знаменитость наша Харасу-Базарская, наша всех. Всем небезызвестный Абдуршид Медиев. Знаешь, у тебя великолепный памятник на берегу Салгира. Дуня Турган Читур. Ундан да гузель шимен кормедом. Белким даулар бөлмейм. Bağışlanız. Аман ау ташқа келгенде мен жүрегім тетри. Оле бір сөз бар, Лиля? То есть я безумно... Миляр Оджа, поправьте меня, да, если я неправильно произнес. Да, ну, удивительное произведение, да, удивительное произведение. Но они единичные. Тот же Гаспринский у нас есть бюст при въезде в Ахчисарай, да, ведь? 2. Загибайте пальцы. Кто больше? Где еще у нас Гаспринский? Сегодня я хочу предложить Айдеру посмотреть на эту фотографию. Эта фотография уже была напечатана. Как-то я осмелился, сделал статью. Абдуршид Медиев. Да. Вы знаете историю этой фотографии? В 2000 году Зарем-Апа готовили первую конференцию об этом великом человеке в рамках нашего провинциального города. Списались в то время еще живущие Алейли Медиева, его дочерью. У нас была довольно активная переписка, говорили по телефону, и она презентовала вот эту фотографию. Ну, я не исследователь, и даже, и больше того скажу, не ученый, но перелопатили много литературы, ничего подобного мы не нашли. Вот здесь он, посмотрите у меня какой дресс-код, как он горделиво, по-европейски, просто удивительно, когда эту работу переделывали мастера,
Да он говорит, да он не крымский татарин. Я говорю, почему? Да у вас же говорит, ну он говорит о стереотипах, да? Сегодня мы говорили об этом. Что у татарина на голове? Извини, Али. Колпак? На поясе этот пояс и так далее. Да, вот такой вот стереотип. И какое у вас предложение? Мое предложение, молодец, Арзы, прервала. Это говорит, заканчивая. Мое предложение следующее. Вот подумайте о таком проекте, да? А мы сегодня как народ, как интеллигенция, как люди, которые имеют, часть людей, немалые деньги, мы сегодня способны, Залим-апа, создать аллею великих крымско-татарских людей, да? Да? Нет, вот, ну без смеха и юмора, да вот лет 70-80 годах, да, где-то в Янгюлях, в Беговатых мы могли бы мечтать, что у нас на берегу Салгира будет Исмаил Гаспринский. На нас бы посмотрели с усмешкой и сказали... мы могли, конечно. Да. А сегодня, да, почему бы не помечтать, почему бы к людям, которые вот как я, кроме того, что умеют говорить, и ничего больше... Не, совершенно. Это уже ваша прерогатива. Кого видите вы на этой аллее? Но мне кажется, что люди, подобные вот той фотографии, которую я держу, их место там. Потому что в той или иной степени мы заражены и болеем амнезией. Мы забываем. Мы забываем о себе. Мы забываем о всех. И это наша беда. Если вдруг будет такая аллея, то мы могли бы наше новое поколение приводить к этой аллее, показывать, рассказывать. Сагул, Талятбей. Айдар. Я всегда... Вот он жмет мне руку, она сильная рука. Сагул, Талят, я с удовольствием принимаю твое предложение. Сагул. Çok sağ olunuz böyle dolu çıkış için. Böyle aleye olsak, kısmet olsa bütün vesikalarını, bütün resmi işlerini biz elbette Talat Ağa'ya galiba verecekmiz. Sağ olunuz. Талятбей, я немножко хотел бы добавить, вот об этой работе ты сказал, «Возвращение мастера». Это такая знаковая работа для семьи, вот, которая живет у нас. Вот, конечно, вот когда я ее создавал, лепил, вот те болевые точки, которые вот, что же важно, что вот я как бы вот в этой работе увидел, вот, и сейчас эта работа, она обратного действия, она сейчас мне на нас болевые точки нажимает, потому что она обращена к тем, кто не вернулся в Крым. Сколько в Узбекистане, в Таджикистане, Казахстане, вообще в России, везде. Вот поэтому как бы это вот для меня она вот этим ценна, с обратной такой связью. Çok sağ olun Айдар аға. Бүгін біздің ресми қысымымыз екенлене, соңына келе, сізні бүгін әркез әлбетте юбилейіңізден қайырлай, ве біз де бұл қайырлаларға қошылмаға істейміз. Сіздің ішлеріңіз да çok, огде, мұна бағасыңыз бүгін де çok teklifler бар еді сізге, ве Алла сізге бүтін бұл tekliflerini өмірге кешірмеге yardım etsin. Çok sağ olunuz. Buyurunuz Leyla Hanım, Karadeniz Production студиясының баш мундир мойны. Айдар аға, мы назвали этот вечер Айдар Алиев «Скульптор национальной памяти». И благодаря таким людям, как вы, благодаря всем нашим художникам, нашим мастерам декоративно-прикладного искусства, гончарам, всем людям культуры, нашей культурной элите, у нас никогда не наступит национального склероза. Мы благодаря вам, мы не просто помним, да, но мы на ментальном уровне объединяемся в одну сеть, в одну семью. Пусть дальше в наших днях, на днях нашего народа, в этой памяти будет как можно больше светлых, радостных дней, и мы благодарность за ваш огромный труд, за вашу огромную помощь на всех нами проведенных крымско-татарских книжных ярмарках. Вот такой
подарок именно от книжной ярмарки. Это Рустем Агадеровича работа. Sağ olun Süleyman Hanım. Siz de çok sağ olun. Hayırlı yaşlar olsun. Sağ olun. Çok sağ olun Сайдар аға ve herkesге teşekkür bildirmege isteyim. Elbette bizim konuşmamız da devam edecek. Siz kahve içip sohbetlerimizni devam edebilirsiniz. Seyircilerimizge ise aytmağa isteyim. Nefbetteki konuşmalarımızı, sohbetlerimizni kaçırmanız, bizle olunuz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.